с 1925 по 1965 год. Это в истории научного изучения Якутии, это время комплексных экспедиционных исследований. И первой из них стала Якутская комплексная экспедиция Академии наук СССР. В этом году мы отмечаем 100-летие в начале апреля со дня начала ее организации, проведения. В инициировании этой экспедиции огромная роль принадлежала местной власти, лично Максиму Кировичу Амосову. Без него этой экспедиции, скорее всего, бы не было. Эта экспедиция, благодаря вот такой активному такому участию местной власти, стала первой крупной инициативой такой новой структуры, как Академия наук СССР. Понятно, что Академия наук СССР возникла на основе Российской академии наук, но это была первая экспедиция подобных масштабов, подобного уровня организации в системе Академии наук СССР. И потом уже вот эти принципы, которые были заложены при проведении исследований в Якутии, они масштабировались на другие регионы нашей страны. В этом плане эта экспедиция действительно, она без исключения выдающаяся. Выдающаяся она и по своим масштабам. Допустим, в 2025 году, в первый год работы экспедиции, 10 специализированных отрядов было создано. Это были такие достаточно крупные отряды, которые делились на подотряды. Всего таких подотрядов было 24. Этой экспедицией руководили очень крупные ученые, академики Академии наук СССР. Одним из них, допустим, был Владимир Леонтьевич Комаров. Это будущий глава Академии наук СССР. В 30-е годы он ее возглавлял. То есть это все были очень крупные ученые. Всего участвовало в работе Академии, в работе Якутской комплексной экспедиции около 200 специалистов. И это были специалисты, каждый, что называется, на вес золота. То есть каждый это действительно специалист. Кроме того, привлекались и местные кадры. Это сыграло очень большую роль в становлении, в развитии местной интеллигенции. Потом в дальнейшем это привело к организации уже науки, собственно, в Якутии, появлению научных учреждений, таких как наш институт. Все это заслуга Якутской комплексной экспедиции. Но были и, собственно, такие практические результаты. На основе тех масштабных данных, которые удалось собрать, члены экспедиции работали во всех округах Якутии того времени. И разброс вот такой полученных данных, он был от медико-санитарных различных сведений до геологических, включая различные полезные ископаемые месторождения, их обнаружения и так далее. То есть это были очень серьезные результаты, и эта экспедиция отличалась от многих других тем, что полученные результаты действительно внедрялись в практику активно. И, допустим, такой сюжет, как отделение юрт от хатонов, то есть раздельное расположение жилищ и скотопомещений, это во многом результат деятельности участников Якутской комплексной экспедиции. Там, кстати, внутри Якутской комплексной экспедиции по этому вопросу тоже не было единства, потому что, допустим, медики, они считали, что надо как можно быстрее это проводить. Этнографы же, долгое время работавшие на местах, что называется, они призывали не торопиться, учитывать специфику каждой местности, но в конечном итоге возобладало все-таки мнение, что надо торопиться. Сейчас легко судить, что, может быть, это было где-то ошибочно, но очевидно из отчетов, что исследователи действительно видели очень тяжелую картину с санитарной точки зрения проживания людей в условиях, где скотопомещение было совмещено с жилищем. Если говорить, скажем, о том, с чем мы сталкиваемся сейчас в повседневной жизни, то деятельность участников Якутской комплексной экспедиции сыграла огромную роль в становлении нашей национальной библиотеки, в пополнении ее уникальными фондами. Это все во многом тоже заслуга участников Якутской комплексной экспедиции. Музей наш краеведческий, его становление во многом тоже происходило благодаря деятельности участников Якутской комплексной экспедиции. Наработки
участников этой экспедиции нашли в том числе выражение в планировании экономического развития Якутии в 30-е годы. То есть это действительно одна из тех инициатив, где предложения ученых потом учитывались органами власти. Но, к сожалению, как и все хорошее, так подобные инициативы тоже имеют свойство когда-то заканчиваться. В 30-м году, проработав таким образом 5 лет, эта экспедиция была свернута. Ну, на это повлияло несколько факторов, в том числе так называемое академическое дело, в рамках которого пострадали очень многие из тех, кто работал в системе Академии наук СССР, в том числе те, кто руководил экспедицией. То есть такой человеческий фактор нельзя не учитывать, тем более в науке. Кроме того, объективно 5 лет работы определенный результат дали, и в принципе уже и органы власти Якутии, там тоже определенные перестановки в кадрах произошли, уже такой активности в поддержке экспедиции не было. Поэтому в 30-м году экспедиция была реорганизована в якутскую секцию Совета по изучению производительных сил Академии наук СССР. Ее возглавил Владимир Леонтьевич Комаров, упомянутый. Но эта секция, она не останавливала свою работу. Она продолжала готовить материалы, которые были получены в рамках Якутской комплексной экспедиции. Вышло очень много, несколько десятков томов по результатам проведенных исследований, а также по результатам других предыдущих инициатив, которые в силу определенных причин не были изданы. Вот этой работой занималась комиссия по изучению Якутской ССР. Собственно, это орган, который и руководил работой Якутской комплексной экспедиции. Но вот несмотря на такую активную публикационную работу, все-таки нельзя останавливаться сейчас современному поколению исследователей, потому что значительная часть материалов, она остается не опубликованной. Притом эти документы, они имеют очень большую научную ценность. Допустим, я вот недавно работал в Санкт-Петербургском филиале архива РАН, там как раз отдельный фонд по деятельности комиссии по изучению Якутской ССР. Там, допустим, уникальная работа Орлова по рыбному промыслу на Колыме, прямо в деталях расписана. Достаточно известна, но при этом не опубликована работа Сойканина, где в деталях описана повседневная жизнь якутов. Поэтому и это не все, то есть надо продолжать работать, есть еще такие дела, но это требует определенных и финансовых, и трудовых затрат, поэтому эта работа еще предстоит. Я надеюсь, вот нынешняя знаменательная дата, 100-летие, она поможет в плане публикации этих материалов. Много музейных тоже экспонатов, коллеги, я знаю, собираются заниматься ими. Это все нужная работа, надеюсь, которая состоится. Кроме того, якутская секция СОПС, она продолжала пытаться организовать новые комплексные исследования в Якутии. Несколько проектов было, в том числе достаточно масштабных, но поддержку они не получили. Лишь во второй половине 30-х годов, уже во многом благодаря деятельности Михаила Ивановича Сумгина, это патриарх мерзлотоведения, его работа, монография считается первой, которая, вот, собственно, положила начало мерзлотоведению или геокриологии как науке. Во многом благодаря его активной деятельности и интересу к Якутии по понятным причинам, как геокриолога, была организована якутская экспедиция Совета по изучению производительных сил Академии наук СССР в 1938 году. Ее сам Михаил Иванович и возглавил. В 1938 году в ее рамках было создано 3 отряда. Это зоотехнический, агрономический и геокриологический. Проводились работы в рамках зоотехнического отряда, в частности, были положено начало систематическому работе по коневодству в Якутии. В Верхоянском районе была создана опытная станция, если не ошибаюсь, по разведению жеребят якутской породы. Агротехнологический отряд, он работал в
в центральной Якутии, в Амгинском районе, в Мегино-Кангаласском. Там и участники этого отряда занимались тем, чтобы разработать механизмы более эффективного ведения земледелия в условиях вечной мерзлоты. И, наконец, участники геокриологического отряда, они впервые в таком планомерном таком подходе, они занимались попытками повышения устойчивости зданий на вечной мерзлоте. В Якутске, в частности, они испытывали так называемые зераторы. Это предшественники, относительно далекие современным термосифонам. В силу определенной конструкции они создают мерзлотную перемычку и помогают сохранять низкие температуры под фундаментом домов. Вот сейчас мы потомков этих предшественников этих зераторов мы видим в нашем городе в виде таких черных сифонов, которые у некоторых зданий расположены, в частности у главного корпуса нашего университета. Вот начало этой работы было как раз положено в 1938 году. Эти исследования продолжились в 1939 году. Геокриологи тогда начали проводить изыскания по поиску возможности получения питьевой воды из-под мерзлотных источников. Именно тогда эти работы начались. Кроме того, тогда же начались работы по изучению систематическому наледи в Якутии. Отряд в составе Швецова и Седова работал в Верхояне по изучению Карани-Харанской наледи. Ее открыл Майдель в 19 веке, но с тех пор она не изучалась, и исследователи достаточно многое тогда узнали о генезисе этого природного феномена. Деятельность якутской экспедиции СОПС она проходила до 1940 года, и потом на основе этой экспедиции была создана Якутская научно-исследовательская мерзлотная станция под руководством Павла Ивановича Мельникова. То есть вот эта экспедиция фактически положила начало работе первой стационарной академической структуре в Якутии, потому что уже был институт языка и культуры, но он тогда не входил в систему Академии наук СССР. Первая такая структура — это именно Якутская научно-исследовательская мерзлотная станция. Полученные по итогам вот этих экспедиций, которые я называл, материалы, они обсуждались в 1941 году в марте в Москве на конференции по изучению производительных сил, которая была тоже организована, кстати, по инициативе органов власти Якутии. Тогда фактически были подведены итоги проведенным исследованиям и намечены перспективы и такие направления исследований, на которых предлагалось ученым сконцентрироваться. В том числе академик Бардин предлагал заняться основательно изучением Ботомского месторождения железорудного и на ее основе в совокупности с алданскими золоторудными месторождениями развивать экономику Якутии. Но этим планам помешала начавшаяся вскоре Великая Отечественная война. Этот период 40-х годов он по понятным причинам обошелся без продолжения комплексных исследований в Якутии. Тем не менее, вот эти наработки, они по понятным причинам были актуальны. И в 50-м году также по инициативе созданной недавно Якутской базы Академии наук СССР, которая потом была переорганизован якутский филиал Академии наук СССР, и республиканских органов власти была организована Якутская комплексная экспедиция Совета по изучению производительных сил Академии наук СССР. Ее возглавляли академики Бардин, упомянутый, Немчинов, Коржинский и Обручев. По результатам работы этой экспедиции предполагалось разработать перспективную схему экономического развития Якутии. Вообще по планам это должна была стать такая очень масштабная экспедиция, аналог первой комплексной экспедиции 25-30 годов. Она должна была охватить все основные районы Якутии, и арктические, и западные, и южные в первую очередь, безусловно, и восточные. Но, как это часто бывает,
постепенно внимание исследователей в силу ограниченности, прежде всего, ресурсов, фокусировалось вокруг главной проблемы, а ей были вопросы развития как раз-таки железорудной промышленности и угольной. Незадолго до этого в районе Неринга, Чульмана как раз были обнаружены большие запасы угля, и исследователи рассматривали как раз вот эту возможность развития металлургии на основе вот этих месторождений угля. В результате, допустим, уже в 1952 году около 2/3 отрядов работали в Южной Якутии. То есть фактически экспедиция сконцентрировалась на работах в Южной Якутии. Но тем не менее, вот в историографии есть мнение, что, собственно, только этого она и касалась. Отдельные исследования проводились и в арктических районах, и в восточных районах Якутии, в том числе по вопросам, которые напрямую не относились к добыче полезных ископаемых, как тоже в историографии считается, что эта инициатива была такая сугубо практическая для освоения природных ресурсов Якутии организована. Нет, в том числе охотничье хозяйство изучалось, возможности оптимизации транспортных схем в арктических районах Якутии. То есть такие вопросы тоже изучались, но, конечно, они были на втором плане, в отличие от первой якутской комплексной экспедиции. Но, тем не менее, вот такая сфокусированность на практических вопросах развития природно-ресурсного потенциала Якутии, она в том числе способствовала появлению в будущем города Нерюнгри. Потому что действительно, благодаря этим исследованиям был придан хороший импульс развитию угольной промышленности в Якутии. Планируемое развитие металлургии, оно, к сожалению, забуксовало по причинам тоже понятным, в принципе, в наше время. В Институте экономики, который был одним из головных учреждений в плане организации экспедиции, не сложилось по итогам исследований консенсуса, где надо организовывать металлургический завод. Часть исследователей предлагала в Якутии строить, недалеко от ресурсной базы. Часть исследователей считала, что это приведет к большим издержкам в плане функционирования завода в таких климатических условиях, в плане отрыва от основных транспортных схем. Они предлагали строить завод в районе Сковородино. Ну, как бывает, когда нет консенсуса, идея не воплотилась и ни в том варианте, и ни в другом варианте. В результате металлургический завод в Якутии так и не был построен. И эта отрасль промышленности у нас не получила развития. В последний год работы Якутской комплексной экспедиции, 1955 год, уже стало ясно, что в Якутии состоялось новое большое открытие, связанное с полезными ископаемыми. Это открытие, связанное с алмазами в Западной Якутии. И тогда же, в принципе, в 1955 году было решено, что исследование надо продолжать, но в несколько ином масштабе. В результате в 1956 году была организована уже третья комплексная экспедиция в Якутии, но теперь ее организацией занимался не Совет по изучению производительных сил, а, собственно, якутский филиал Академии наук СССР. Ее возглавлял доктор геолого-минералогических наук Лев Николаевич Леонтьев, он работал в СОПСе. Данная инициатива планировалась на 4 года, ее реализация, и она тоже по плану была изначально несколько шире, чем в итоге получилось. Да, ее таким стержневым моментом это были исследования в интересах зарождающейся алмазодобычи, но изначально планировалось активнее выявлять интересы в связи с ее развитием местного населения. В результате этот момент в силу, видимо, опять же, ограниченности финансирования и трудовых ресурсов был несколько отодвинут на второй план. Тем не менее, исследования касались не только разработки, возможно, полезных ископаемых, но и, допустим, изучения лесных ресурсов, примыкающих к современному Мирнинскому району.
изучение возможных трудовых ресурсов потенциальных, изучение рыбных ресурсов, то есть что теоретически могло использоваться при развитии алмазной промышленности. В принципе, экспедиция в этом плане была достаточно успешной, именно, собственно, если касаться развития алмазодобычи. И в результате ее свернули после 3-го года работы, то есть она продолжалась до 1958 года. И вот такая ее ориентация, она вызвала, в общем-то, неудовольствие участников этой инициативы. Допустим, Гурий Васильевич Наумов на Якутском региональном совещании Восточно-Сибирской конференции по изучению производительных сил, которая проводилась в Якутске в 1958 году и подводила итоги вот этих 2 комплексных экспедиций 50-х годов, он высказался в таком духе, что экспедиция по итогу, вот дословно, она трансформировалась в подсобный отдел проектного института, который обслуживал как бы интересы будущей алмазодобычи. Это вызывало неудовольство вот такой переориентации исследований 2-й и 3-й комплексных экспедиций и у местных органов власти, потому что изначально планировалось, что эти экспедиции будут их участники рассматривать более широкий круг вопросов, как я говорил, в том числе вопросы повышения транспортной доступности арктических районов. Они рассматривались в экспедиции 50-55 годов, но в значительно меньших масштабах, чем планировалось. В общем, республиканские органы власти ждали большего участия академической науки при поддержке союзных органов власти в жизни коренного населения Якутии, но эти ожидания, они оправдались не в полной мере. В этом отношении была переписка якутских властей с Президиумом Академии наук СССР, с Госпланом СССР, где высказывались пожелания все-таки о возвращении к изначально задуманному, но тем не менее осталось так, как осталось. То есть экспедиции сыграли большую роль, как я уже говорил, в появлении города Нерингри, а также в появлении города Мирного. Вот 3-я комплексная экспедиция. То есть практически результат был очень большим, но все-таки не тем, очевидно, который ожидали местные власти. В 1959-1962 годах состоялась северо-восточная комплексная экспедиция Якутского филиала Академии наук СССР. Ее возглавлял кандидат геолого-минералогических наук Борис Леонидович Флеров. Он работал в Институте геологии Якутского филиала. Эта экспедиция также была ориентирована на повышение эффективности и вообще определение с научной точки зрения оптимальных траекторий развития оловодобывающей промышленности на северо-востоке Якутии. Тем не менее, там проводились исследования не только, собственно, касающиеся добычи олова, но и значительный блок изысканий был экономического характера. Исследователи рассматривали вопросы оптимизации транспортной нагрузки, то есть откуда лучше отправлять грузы, в какой период и так далее. Вопросы, опять же, развития рыбного хозяйства на северо-востоке Якутии, вопросы лесных ресурсов и их эффективности, их использования. То есть тоже это все вращалось вокруг развития оловодобычи на северо-востоке Якутии в Янском бассейне. А вот как бы ответом на такую природно-ресурсную ориентированность комплексных экспедиций 50-х, начала 60-х годов со стороны республиканских органов власти стала организация Якутской северной комплексной экспедиции 64-65 годов. Ее возглавлял сотрудник отдела экономики Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР, кандидат экономических наук Константин Гаврилович Кондаков. Эта экспедиция уже была полностью организована местными силами, и посвящена она была именно интересам коренного населения, в том числе как эти интересы совместить с развитием промышленности
добывающей промышленности, в первую очередь, в арктических районах Якутии. Исследования были охвачены территории всех современных 13 арктических районов Якутии. Это были такие тоже масштабные исследования, но социогуманитарного плана. То есть там социогуманитарного и частично естественно-научного, медицинские вопросы там тоже рассматривались. В основном там работали экономисты, также частично этнографы, историки, специалисты культуры. И вот впервые тогда был поставлен вопрос об участии местного населения коренного в промышленном освоении арктических районов Якутии, но не с привычной сейчас точки зрения, скажем, чего лишаются коренные народы из-за развития промышленности, а именно, что может дать развитие промышленности коренным народам. То есть речь шла об их интеграции, собственно, в этот процесс. И исследователи предложили тогда механизмы, как это лучше сделать, но в принципе уже тогда были такие оговорки, что это имеет достаточно сложности, и вот в существующей схеме развития это вряд ли было возможно. Вот после окончания Якутско-Северной комплексной экспедиции в 1965 году вот эти 4 десятилетия комплексных экспедиционных исследований масштабных, они в истории науки Якутии фактически в советский период уже подошли к концу. Это была последняя такая крупная инициатива, которая охватывала значительное число районов Якутии и при этом сочетала работы разной направленности. Почему так произошло? Очевидно, по нескольким причинам. В том числе не только по отрицательным, но просто научный комплекс Якутии тогда уже от экспедиционных исследований переходил к работам стационарного плана. Появилось несколько академических институтов в городе Якутске, которые постепенно нарастали сетью стационаров. Поэтому такой переход от комплексных исследований экспедиционных к стационарным, он был в принципе явлением закономерным. Плюс шло углубление специализации исследований благодаря развитию сети институтов. Может быть, где-то это имело не очень хороший эффект в плане того, что каждый институт замыкался на своих исследованиях. Но это тоже такой, мне кажется, естественный процесс развития и следствие институализации академических исследований. Таким образом, за вот эти 4 десятилетия, с 1925 до 1965 годов, было реализовано в Якутии 6 масштабных комплексных научно-исследовательских инициатив. Из них 3 действительно можно назвать такими большими якутскими комплексными экспедициями. Первая — это 25-30 годов, вторая — 50-55, и третья — это 56-58 годов, потому что именно в ходе этих экспедиций рассматривался целый комплекс вопросов от естественно-научных, от добычи полезных ископаемых, выявления месторождений, до здоровья населения. То есть это действительно были такие полноформатные комплексные исследования, которые в истории Якутии не проводились ни до, ни после. Благодаря вот этим комплексным изысканиям наука узнала очень многое о населении Якутии, об экономике Якутии, о том, куда двигаться нашей республике. Не все, конечно, из того, что наметили ученые, было реализовано, но тем не менее внедрение в практику полученных результатов по сравнению с последующими периодами истории развития науки в Якутии, конечно, было на высоком уровне. В этом плане ученые, участники этих комплексных экспедиций внесли действительно огромный вклад в социально-экономическое развитие Якутии.